Все самое важное и интересное за эту неделю. Обещали с профицитом, а он снова дефицитный. В администрации заслушали проект бюджета. Слишком много нарушений. Республиканская прокуратура инициировала проверку нефтешахт. Уж сколько раз твердили миру: 700 мошенничеств за 10 месяцев в Ухте. Хореографический класс, музей и вольеры для собак. 14 проектов в народный бюджет. И особенности северного питания. В УГТУ прошла лекция для южан. Подробности прямо сейчас. В администрации Ухты прошли традиционные общественные слушания проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Доходы бюджета на ближайший год составят 4 миллиарда 286 миллионов. В прошлом декабре текущий бюджет был заявлен как дефицитный, а вот следующий презентовали профицитным. Но не вышло. В ближайшем году он не досчитается 63 миллионов. Но, как отметила начальник финуправления, он по-прежнему социально ориентирован. 75% пойдут в отрасли спорт, образование, культура, социальное обязательства по обеспечению оплаты труда бюджетникам. Зарплаты, к слову, занимают почти 70% от всего бюджета. И соблюдение федерального законодательства в части повышения минимального размера оплаты труда. С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей. Также в бюджет внесены траты по долговым обязательствам в отношении ООО «Лукойл». Нефтяникам была снижена цена аренды муниципальных земель, по которым проходят их коммуникации. Но какое-то время они продолжали платить по старым расценкам. Теперь Ухта возвращает им эту переплату. Так суд решил. Бюджетные траты предусматривает и проведение выборов в Совет муниципалитета – 2 миллиона. На социальную поддержку населения планируют направить столько же. Есть и графа оказания единовременной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 350 тысяч рублей за год. Но еще несколько статей расхода из проекта ближайшего бюджета. 742 тысячи рублей направить на проведение комплексных кадастровых работ на территории садоводческих обществ. В 2022 году 39 миллионов рублей предусмотрено на обслуживание муниципального долга. Содержание муниципального бюджетного учреждения редакция газеты «Ухта» составит 6 миллионов рублей. Также 10 миллионов пойдут на содержание дорог общего пользования. Но стоит отметить, что все расходы и доходы рассчитаны в проекте без некоторых трансферов из других бюджетов – республиканского и федерального. По итогам слушаний 35 присутствующих в зале выступили за принятие этого проекта. 4 оказались против, 3 человека воздержались. Напомним, результаты общественных слушаний носят рекомендательный характер. Сам бюджет будут принимать депутаты муниципального совета. Старший помощник прокурора Ухты Алексей Нефедов рассказал об итогах проверки на производственных объектах в Яриге. Цикл мероприятий инициировала Республиканская прокуратура после нескольких ЧП. В 2019 году под землей после возгорания погибло 2 человека. Спустя год, в ноябре 2020-го, ситуация повторилась, снова 2 погибших. Так что комиссия, в состав которой вошли сотрудники Ростехнадзора, прокуратуры Республики, Ухты, а также специализированной прокуратуры по надзору за угледобывающими предприятиями, провела комплексную проверку промышленной безопасности и охраны труда. Было выявлено более 30 нарушений. Они коснулись как качества путей для выхода сотрудников из шахт при возникновении чрезвычайных ситуаций, так и средств, необходимых для тушения пожара. Где-то там валяются предметы, вагонетки стоят. Над головами буквально нарушены затяжки, то есть не исключено, что прямо во время проверки на проверяющих могут там упасть какие-то просто камни со свода шахты. Вот, значит, были старые огнетушительные, непроверенные. Значит, некоторые противопожарные краны мы не могли открыть.
Помимо этого установлено, свод шахты обрешечен досками. Затяжка из дерева, хоть ее и пропитывают, не лучшее решение. Горит она быстро. По итогам комплексной проверки было вынесено представление, оно удовлетворено. 4 должностных лица было привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены. Доказательствам на бумаге прокуратура не поверила, сотрудники вновь спускались в шахту. Непосредственно я спускался опять в шахту, опять проходил вместе с сотрудником Ростехнадзора. Значит, да, те нарушения, которые были указаны в представлении прокуратуры города Ухты, они были устранены фактически, но вместе с тем мы тут же по ходу движения видели другие нарушения промышленной безопасности. Так что после очередного визита Ухтинская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Теперь его рассматривают в Ростехнадзоре. Речь идет о нарушении статьи 9.1, которая предусматривает штрафы от 200 тысяч рублей. Ухтинский городской суд вынес приговор за посты в социальной сети, которые были квалифицированы как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как установлено материалами уголовного дела, в период с марта 2018 года по февраль 2021 студент УГТУ систематически на своей странице в социальной сети ВКонтакте в открытом доступе выкладывал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению насильственных действий и убийств. Агрессия высказывалась в отношении социальных групп, объединенных по признаку профессиональной деятельности. Согласно пресс-релизу Ухтинского суда, преступные действия молодого человека были выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Коми. Суд учел положительные характеристики студента, так молодой человек занимался благотворительной деятельностью. Но он все же выслушал приговор 1 год условно. Также фигуранту дела 2 года запрещено администрировать сайты, электронные устройства, телефон и ноутбук, при помощи которых осужденным обеспечивался доступ к сети интернет и осуществлялась преступная деятельность, конфискованы. Доход государства. За 10 месяцев текущего года в отделе МВД по Ухте было зарегистрировано почти 700 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с мошенничествами. Сколько бы ни говорили об этом сотрудники полиции и других ведомств, статистика продолжает неумолимо расти, как и потерянные ухтинцами суммы. Среди возбужденных дел есть ущерб в размере 5,6 миллионов рублей у одного пострадавшего. Схема проста и всем известна, но, как видно, до сих пор работает. По телефону гражданину сообщают: с вашей карты идет списание средств. Срочно обналичьте все деньги и переведите на резервный счет. Несмотря на то, что логичнее просто оставить деньги у себя под подушкой, люди идут к банкомату банка, офиса которого нет в Ухте, и переводят все деньги на счета мошенников. При этом злоумышленники могут подключиться едва ли не к реальным номерам банков. Существует и способ, когда пострадавшим звонят псевдосотрудники Следственного комитета и других структур. Задержали группу лиц, которые совершают аналогичным способом преступления, и что на счет потерпевшего также была осуществлена попытка списания денежных средств. Для этого требуют назвать банковские карты, номер пин-кода, могут попросить установить какое-то приложение, чтобы онлайн, входить в личный кабинет. При помощи этих программ они взламывают банковские приложения и просто уводят все средства себе. Совет: никому не сообщайте своих цифровых данных, не устанавливайте сторонние программы. Правоохранители так не работают, как и банки. То есть, как только гражданину поступает вопрос о банковской карте, какой там счет, какие денежные средства, соответственно, это уже можно понять, что это звонит мошенник. Ни сотрудники полиции, никто иной не может и не будет спрашивать, кроме мошенников, о банковской карте, также пин-коде, а также об установке какого-то приложения.
Не теряя актуальности мошенничества на торговых площадках, граждане заказывают товары, переводят деньги, но не получают ожидаемого. Хотя в полиции предупреждают, проверяйте хотя бы номера телефонов. Если первые цифры нестандартны для нашего региона, воздержитесь от покупки. Помимо этого, теперь активизировались и барышни, которые втираются в доверие мужчинам в соцсетях. Иногда общение длится до 8 месяцев. Издалека дама начинает обрабатывать воздыхателя. Даже звонит по видео, сообщая о своем простом, но эффективном заработке. Ну и в процессе начинает рассказывать своего, когда входит в доверие, чувствует входит в доверие, что она очень хорошо деньги зарабатывает на биржах. То есть у нее есть проверенное лицо, через которое она осуществляет эти вот биржевые ставки, и непосредственно сайт, через который участвует. Когда человек вводит средства на сайт, на экране его компьютера отображается цифра, которая непрестанно растет. Естественно, вывести эти деньги нереально, но люди не могут остановиться, берут кредиты. Один из пострадавших от такой схемы, ухтинец, потерял таким образом около 5 миллионов. Теперь он платит несколько кредитов, найти его даму сердца почти нереально. Полиция еще раз напоминает ухтинцам: берегите свои средства, не доверяйте их ни телефонным мошенникам, ни красоткам из интернета. В обоих случаях вы останетесь без денег, а раскрываются такие дела очень и очень сложно. В Ухте реализуют более 10 проектов населения, которые вошли в программу «Народный бюджет». Об этом стало известно после заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов на следующий год. Всего в списке 505 проектов по всему региону. Ухтинских – 14. Они охватывают самые разные отрасли. Так, в поселке Ярига обновят хоккейный корт спорткомплекса «Шахтер». Водный сможет приобрести специальное оборудование для маломобильных посетителей Дома культуры. Клуб еще одного поселка Шудаяга также реализует свой проект. Очень активные шудаягцы, к слову, хотели сразу 4 проекта, но остановились на том, что актуальнее – ремонт хореографического зала. За 10 лет постоянного использования образцовым ансамблем танца «Звезда» танцкласс стал, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Если мы еще периодически пытались менять обои, сами перекрашивать, то есть как-то пытались поддерживать порядок в течение 10 лет, то уже с напольным покрытием мы, конечно, сами ничего сделать не можем. Зеркала панно тоже они уже, если мы их уже боимся трогать, все равно это все время движение, они отходят уже, травмоопасные дела, поэтому, настал период, когда уже все, его надо ремонтировать. Напомним, суть программы «Народный бюджет» в том, что ее не только словом, но и делом должны поддержать жители той или иной территории и дать согласие на участие собственных финансов. Так шудаягцы поддержали и письменно дали согласие на то, что готовы влить в проект 25 900 рублей. Всего же на проект потратят 495 тысяч, часть из них даст муниципалитет, большая часть придет из республики. Помимо этого проекта жители Ухты поддержали создание этнокультурного музея в 5-й школе, создание условий для спортивно-оздоровительной деятельности на Озерном, замену окон в школе номер 9 поселка Сидью, установку спортплощадки в детском саду номер 12 микрорайона УРМЗ. Помимо этого в народный бюджет вошли расходы на строительство вольера для бездомных животных в приюте «Друг». Еще 6 проектов коснутся благоустройства в поселках Сидью, Боровой, Кэмдин, села Кедвовом, деревне Паромис. На последних 2 территориях запланировано благоустройство кладбищ. Международный отдел УГТУ уже 2-й год подряд проводит форум «Республика Коми. Многоликая и разноязычная». Он включает в себя беседы с молодежью как на темы о национальных ценностях и дружбе народов, так и встречи на тему здорового образа жизни. Как раз это направление затронула спикер, выступавшая в музее университета. Сотрудница УГТУ Яна Мацкив, а по совместительству блогер, вещающая на тему здорового питания, рассказала о том, на что стоит обратить внимание при выборе рациона, если вы хотите хорошо чувствовать себя в наших широтах. Организатор форума Анжела Рочева в свою очередь отметила: тема актуальная. В университете теперь много студентов, которые переехали в Ухту из более солнечных регионов.
Так как у нас в этом году приехало очень много ребят из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, здоровье их действительно, они попали в другие климатические условия, и акклиматизация непростая у них. И поэтому те важные моменты, которые они должны знать, как правильно питаться на севере, были как раз на этом круглом столе и сейчас продолжится на площадке «Здоровый образ жизни». Сама же лектор отметила, что не является нутрициологом или медиком, но может рассказать о своих личных успехах в познании о правильном питании. 2 года назад Яна Мацкив полностью пересмотрела свой рацион, изменившись не только внешне, но и став здоровее и активнее. Да и как мама студента-первокурсника знает, что можно посоветовать. Спикер напомнила ребятам, что почти все продукты могут быть полезными, главное – способ приготовления. Если вы купите картофель в Магните и отварите его в мундире и съедите вот с этой кожицей, которая даст вам клетчатку, очень важную, клетчатка очень нам нужна, то, соответственно, вы получите кладезь витаминов. А если вы тот же картофель почистите и там, допустим, пожарите на сковородке с маслом, это уже будет вредная еда, это уже будет нездоровое питание. А еще блогер напомнила, что в наших широтах нельзя забывать про витамины. Так, на севере у большинства зимой наблюдается дефицит витамина D, ведь микроэлемент вырабатывается в организме человека после контакта кожи с солнечными лучами. Помимо этого, не стоит забывать про омега-3 и магний. Но, конечно, прежде чем покупать витаминки и закидывать их в себя горстями, стоит проконсультироваться со специалистом.